Это «Актуальное интервью». Меня зовут Петр Васильев. Здравствуйте. Республиканский проектно-изыскательный институт «Якутск-проект» был создан 1 марта 1999 года. За эти 25 лет институт стал неотъемлемой частью успехов в области архитектуры, образцовым примером для якутских архитекторов. Подготовил не одно поколение квалифицированных специалистов и продолжает славные традиции преемственности трудовых династий. Наш гость в студии Иннокентий Николаев, главный архитектор Республиканского проектно-изыскательского института «Якут-проект». Иннокентий Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для начала хочу немножко уйти в историю. 25 лет назад, 1999 год, это вот дата основания института. Что это были за времена? Ну, до этого была предыстория большая, да? Был Советский Союз, и в то время в каждой области, республике, в краях, областях были свои проектные институты. Система граждан проекта, да? Где вот эти вот комплексные институты, где проектировались объекты гражданского и промышленного строительства, где были вот эти вот комплексные мастерские, что включает, что архитектура, строительство, изыскание, там, инженерное обеспечение всех объектов, которые проектируются. Но с развалом Союза вот эта система граждан проектов тоже, естественно, развалилась. И еще был ведомственный институт у нас, Якут-золото-проект. Он тоже, естественно, все с развалом Союза СССР, он тоже развалился. И на основе вот этих остатков, скажем так, сотрудников, которые остались здесь, в республике, был создан Якут-проект в 1999 году. А кто были первые, так скажем, резиденты Якут-проекта? Ну, скажем, там собрались костяк, где-то 27 человек, которые решили организовать акционерное общество, свободное там со своими акциями, и организовали свой проектный институт наподобие по структуре, как граждан проект, которая это комплексная, как комплексная мастерская, включающая все этапы, все стадии, все вот эти вот проектирования зданий и сооружений. Иннокентий Афанасьевич, ну, я, наверное, не слукавлю, если отмечу, что все знаковые здания нашего города спроектированы именно вот Якут-проектом. Они сегодня определяют современный облик нашей столицы. Какими зданиями вы особо гордитесь? Ну, начиная, скажем, с граждан проекта, наш институт тогда занимался, да, наша мастерская, вот, в Якут-граждан проекте было 4 мастерских, из них наша 4-я мастерская занималась проектированием нового города Южно-Якутского угольного комплекса, это город Нерюнгри. Мы занимались до распада СССР этим городом, так что это такая вот творческое начало вот, архитекторов молодых. Мы начинали с города Нерюнгри. То есть, ну, появление города Нерюнгри – это дело рук Якут-проекта. Да, дело Якут-проекта. И еще мы занимались Амуро-Якутской магистралью. Естественно, железной дорогой занималась Москва, специализированные институты. А вот эти вот поселки, жилые поселки железнодорожников занимался Якут-граждан проект. Вот этот АЯМ был поделен на 2 очереди. Первая очередь от станции Беркакит до Алдана. Вторая очередь от Алдана до города Якутска. Вот эти проекты все были выполнены, но, естественно, с развалом СССР это все осталось в бумаге. А если возвращаться в Якутск, все-таки Якут-проект что сделал для столицы? Какие здания? Ну, первый объект, самый крупный, был у нас общежитие, вот в 66-м квартале, общежитие ЯГУ, тогда Якутского государственного университета, где-то на 900 мест, он был нашим первым объектом. И в последующем это было связано еще с организацией игр «Дети Азии», организованной Михаилом Ефимовичем Николаевым. И зная, вот тогда мы единственный большой институт был, который комплексного проектирования, и
он поручил проектирование этого большого объекта. Иннокентий Афанасьевич, а вот если опять-таки оглядываться назад, какое здание было самым сложным, самым грандиозным в Якутске, вот, которое проектировал Якутпроект? Самое естественное, тоже связано это с детьми игр Азии, это спортивный комплекс «Триумф». Триумф. С посадочными местами на 3000 зрителей. Плавательный бассейн «Чолбон». Тоже таким вот, ванна у него олимпийского такого Масштаба. размера, да, потому что он входит в реестр олимпийских объектов. И пассажирский терминал аэропорта Якутска. Мгм. Ну, И это все проектировалось именно вот в одно время, одновременно. И построилось также одновременно. ну вот я и не слукавил, если Да. когда сказал, что Да. все-таки здание Якутпроекта определяет облик столицы. Иннокентий Афанасьевич, а если поговорить о вас, как вы пришли к тому, чтобы стать архитектором? Это была с детства мечта? Нет, ну, в каждом человеке какое-то свое вот направление определяет случай. У меня тоже так же случай. Я поехал, естественно, окончил школу, отслужил в армии, отработал какое-то время. Поехал поступать на инженера-строителя. И случай подвернулся, что я стал вот архитектором. Просто-напросто я увидел, что делают архитекторы, и понял, что это мое. А вы помните свои эмоции, вот, когда впервые видели здание, которое построено по вашему эскизу или проекту? Вот, от бумаги, так скажем, до фактической реализации? Ну, понимаете, уже был опыт, да, проектирования. В граждан-проекте, которых, естественно, ты не видишь там, это плановое было, да, и в этом плановом 10 лет что я проектировал, это осталось на бумаге, скажем. А потом вот этот рыночный период, именно вот с листа строить, это все, как говорится, уже был опыт проектирования, и, естественно, ты знаешь, вот как это все делается. И на стройку ходишь, именно следишь вот это. Например, вот по объектам, скажем, «Дети Азии», одновременно по нашим проектам, которым я следил, строился терминал аэропорта Якутск и плавательный бассейн «Чолбон». Например, в 8 утра я был в аэропорту, смотрел здание, как, естественно, следил за строительством пассажирского терминала. После обеда шел в Чолбон. Вот так вот. Это все, как говорится, все этапы строительства проходят перед глазами. Иннокентий Афанасьевич, сегодня очень много говорят о мастер-планах развития городов нашей республики, в том числе и Нерюнгри, и столицы нашей республики. Я думаю, мастер-план Якутска один из самых масштабных на Дальнем Востоке. Какие мысли по поводу мастер-плана Якутска? Ну, мастер-планы – это, скажем, такое вот концепция развития. Концепция развития – это картинка, скажем, да, на будущее. Была же песня такая: «И на Марсе будут яблони свисти». Что-то типа из этого. Но основной документ сегодня – это генеральный план города, стратегический документ развития города – это генеральный план. Ну, а мастер-план – это как бы такое вот, ну, как я сказал, это концепция, это картинка, которая вот представляется, какой этот будет Будущее. будущее. Но мастер-план же, в отличие от генплана, он же учитывает еще экономические, социальные факторы развития Ну, города. экономические факторы учитывает больше генеральный план. Генеральный план развития города. Тогда в чем и главное отличие? Ну, я же сказал. И генплан это, ну, Да, по это сути, концепция развития, это фантазия. инструкция по управлению городом, генеральный план. Да, Можно да, так сказать. да. Давайте еще поговорим про ваш институт. Безусловно, это сегодня и в прошлом, и в настоящем. Это кузница кадров, где сейчас работают выпускники Якут проекта. Ну, в свое время, когда в республике мало было проектных организаций больших, ну, можно по пальцам перечислить, скажем, Саха-проект, Якут-проект, Промпроект, Якут-Промпроект и еще Якут-Агропромпроект были. Ну, это как бы последователи тех институтов, которые были во времена СССР. Но одним из больших в те времена был наш институт. Максимальное количество сотрудников в то время у нас было больше 200 человек. Ну, где-то 260 – это пиковый момент.
А потом, когда уже появились очень много вот этих частных проектных организаций, естественно, люди набирались опыта, кто-то с возрастом на пенсию уходил, кто-то, набравшись опыта, открывал свое дело. Иннокентий Афанасьевич, а можно ли вот существующее управление архитектуры или Центр компетенции «Лето» назвать преемниками ИКУТ-проекта? Ну да, Или продолжателями? да, наши сотрудники там работают. Работает. Как оцениваете проекты ваших сотрудников? Ну, в Они- целом, как они- да, оцениваете? Ну, они подходят очень строго. И креативно, самое главное. Да, они подходят очень строго и, ну, Ну, в Будет общем, дело ИКУТ-проекта живет и будет жить. Да. Вот, допустим, насколько я знаю, Центр компетенции «Лето», он и Управление архитектурой, они вместе работают над проектом площади Ленина, который сейчас реализуется. да, ну, Видели? это- Площадь Ленина, это был организован, был, конечно, управлением архитектуры республики, конкурс. Именно там консорциум создавали, и мы с москвичами выполнили проект, который занял первое место. И на основе этого проекта в 2021 или в 2022 году был выполнен проект реконструкции площади Ленина, по которому сегодня уже вот Идут работы. идут работы. К октябрю обещают сдать рендеры, я думаю, вы тоже видели. Как Надеемся. оцениваете? Мы со своего 5-го этажа Наблюдаете? наблюдаем. Я тоже там периодически прохожу Да, через забор, я да, вижу там сваи. наблюдаем, и изменения ежедневно происходят. И, конечно, там уже идут такие вот бетонные работы. Масштабные. Масштабные, сваи все забиты. Я надеюсь, к указанному сроку этот проект будет. Ну, в общем, сердце нашей столицы республики буквально уже совсем скоро обретет новый облик. Иннокентий Афанасьевич, я поздравляю вас с прошедшей круглой датой. Уверен, что впереди и у архитекторов нашей республики еще много проектов. Спасибо, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До новых встреч.